Тротуар возле первого дома по улице Почтовая в микрорайоне Лесозавод огородят от дороги. Ежедневно по этой узкой тропинке сотни малышей ходят в 6-ю школу, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Установку перильных ограждений родители требовали несколько лет. Ситуация разрешилась только этой осенью. Почему безопасность школьников так долго была под угрозой, узнала Евгения Кладкевич. В этом году дочь Лилии Коротковой пошла в 1 класс. Узкий тротуар возле здания на Почтовой 1, неизбежный на пути к образовательному учреждению. Проход настолько узкий, что дети нередко выходят на проезжую часть. Один неловкий шаг, и ребенок может попасть под колеса машин. Очень страшно, когда дети идут, а они же ходят, они, во-первых, в начальное звено ходят все, понятно, что они не соблюдают еще все меры предосторожности, они ходят, разговаривают. Тут у них и портфели на спинах висят, и легко зацепиться могут об машины. Поэтому это уже не первый год родителей волнует эта ситуация. Провожаем, встречаем, потому что я пока не могу отпустить. И мне кажется, наверное, все 4 года я не смогу отпустить ребенка ходить по этой дороге. Своего сына Глеба Александра Гергала 2-й год провожает в школу, скрипя сердце. Каждое утро обязательное наставление – держаться как можно ближе здания магазина, остерегаться машин и проходить опасный участок как можно скорее. Движение очень активное. Сам здесь постоянно езжу, машину там ставлю. И тут и лесовозы ездят, и нету ограждения, ни пешеходного перехода нету, ни наземного ограничителя. Расстояние это практически метр, прохожей части это все, шаг сделал и все. Это сейчас, летом, когда нет снега. А когда зимой, тут такая наледь, сверху хоть и установлены эти снегодержатели, но от них толку-то. Кроме интенсивного движения транспорта, опасность представляет также и крыша здания. В дождь со скошенной кровли на людей льется вода, зимой валится снег. Весной и осенью другая напасть. С крыши свисают сосульки в несколько метров. В 2019-м в результате рабочей встречи главного архитектора с одним из владельцев магазина было решено установить на крыше здания снегозадержатели. Слово собственник сдержал, удерживающие снег конструкции вскоре появились. А вот договориться об установке перильного ограждения тогда не удалось. В соответствии с ГОСТом ширина тротуара, минимальная ширина тротуара составляет 1 метр. По данному адресу, улица Почтовая, дом 1, ширина тротуара составляет более 1 метра, что соответствует ГОСТу. Также рядом с этим перекрестком, с этим пешеходным регулируемым переходом имеется образовательное учреждение. В соответствии с другим ГОСТом, рядом с образовательным учреждением у пешеходного перехода обязаны быть пешеходное ограждение перильного типа. Здание на Почтовой 1 было построено еще в начале 20 века. Спустя время там появился магазин. И собственником этого магазина мы уже не раз пытались связаться по телефону, спросить, почему же перильное ограждение там еще пока не установлены. Давайте сейчас еще раз попытаемся с ним связаться. Возможно, какие-то шаги на пути решения данной проблемы уже предпринимаются. Алло, здравствуйте. Администрация планирует поставить там перильное ограждение, потому что вблизи находится школа, образовательное учреждение, и вот необходимо все-таки установить контакт с собственником, чтобы получить разрешение. Ничем помочь мы не можем. То есть я так понимаю, что директор на связь не выходит? Ну да, пока не выходит. Спустя некоторое время собственник перезвонил в мэрию и дал согласие. Сегодня сотрудники Сыктывкарской дорожной службы совместно с инспекторами ГИБДД еще раз обследовали проблемный тротуар возле Почтовой 1. Преград для установки перильных ограждений не обнаружено. До конца этой недели долгожданная защита от проезжающей техники точно будет установлена. Евгения Кладкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.